Доброе утро, друзья! Вот у нас опять доброе утро, вернее уже почти день. Хорошенько отдохнули, хорошенько выспались. Часиков 10 уже, да, наверное? Да. Почистили рыбу, засолили. Рыба была ледяная, потому что вчера ночью чуть ли не заморозки были около 0. Что мы делаем? Подкачали лодку, почистили рыбу. Иван моет котелок вот таким вот интересным методом. Наложил камней, наложил песка. И никакого ферри говорить не надо. Ну а я достал вот малявочницу и попробую возле берега здесь черпануть мальков, если получится у одного. Ну-ка посмотрим, что, Иван, там у тебя получилось. Как новенький. Как новенький, сполоснуть и все. Обязательные условия ершей наших вчерашних. Да, пришлось. Вон, все потрошка, плотва, окушки. В общем, прямо сейчас варим или потом? Потом там пристанем. Потом. Все, пойдем посмотрим, что у нас получится. Поймать малявок. Если у одного получится, хорошо. Нет, так Иван поможет, да, потом? Да, все есть. Малявок. Здесь. Малька здесь много. Он прямо даже здесь. Так, он здесь мелковат. А вот там я вот сейчас ходил, покидал немного спиннинг, но здесь очень мелкий перекат получается. Что-то как-то у меня не получилось. Так. Вот так вот, я думаю, этого нам вполне достаточно на первое время. Смысл ловить больше, все равно в ведре они подохнут. А так всегда можно поймать свеженьких. Да и когда их немного в ведре, они дольше живут. Живого малька окунь берет получше, чем дохлого. Так что малявочница есть. Значит, будем, если толк будет. Потому что, не знаю, как сегодня, но вчера окунь вредничал. Брать не хотел. Ну, как-никак, ведерочко мы поймали. Ведерочко мы засолили уже, почищенным. Так что жаловаться нечего. Нормально все. Все просто замечательно. Единственное, что плохо, сломали вчера мотор. Намерзлись и намудохались до такой степени, что по 3 стопочки рыбацкого и попадали без задних ног. Да, Иван? Да. Вчера. У меня и передние отказали. Устали капитально. Так, смотрим. Смотрим, что мы... Это что ты сюда кинул? Да нет, там чистое. Вот керосин. Так. Это чистое, просто думаю, может. Ой, сколько. Да, там можно. Просто много они просто подохнут, а пусть Ну лучше да, свежие. Пусть лучше свеженькие будут постоянно. водичка. Да. Вот этого нам на первое время хватит вполне. Сколько тут у нас? Малявок 50 как минимум. Водички добавим и все. Все. Собираем весь нас. Все наше имущество и самосплавом, наверное, вдоль левого берега и пойдем, да, Вань? Там очень мелко. Может, на мелкотеязя найдем. Так что, имея обычный такой кусок занавески с поплавками, с грузилами. Говорит, все равно я же ее не вешаю. На, капроновые. Да. Она не сгниет. Насадил его дедовские эти груза, видишь, еще зашиты камушки. Ага. И деревянные поплавки.
Ну что, до первых поклевок? Я. Ну вот это удачное начало. Начало так начало. Только отъехали, Иван. Здесь, говорит, кто поймал, Саша? Майоров, Саша. Майоров, говорит, я поймал. Ну, говорю, да, я попробую, тоже кину. В общем, достаю спиннинг, первый заброс, и вот, бах, сразу буквально. Так что отличное начало, это здорово. Все, сейчас, может, покидаем здесь, вот прямо к берегу, обратно причаливаем, и берег обкидаем В этой спиннингом. протоке. Да, попробуем. Ну что, вон, нормально, вот такой вот окунь, красавец. Да. Здорово. Жаль, что не копченый попал. В общем, решили пока далеко не ехать, обкидать этот берег. Да, что? Чем черт не шутит, да. Потому что начало просто удивило. изумительное начало сегодня у нас получилось. Не зря. Так, ну-ка. Не зря вчера отдохнули хорошо. Не зря. 3 чарочки рыбацкого. Я не наберу здесь? Нет. Не наберу. Не наберешь. Так, подтянешь там, да? Да. Так. Что? Попробуем. Что у нас получится еще? Прямо с берега попробуем покидать. Получится, но интересно. Получилось с утра. Пораньше, как говорится. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То тут окунь, то там ясь. На то оно и утро. То окунь тут, то ясь там. Опа, есть. А? GoPro, снимай видео. А дергается как живой. О, отличный окунь. О, прекрасный. Блин, а мы куда-то ездим, да? Да. Ищем где-то, блин. Так, садок. Садок. Садок, ну-ка. Садок. Надо, блин, Красиво ты его взял. красиво. Так, ну-ка попробуем здесь, ближе к садку покидать. Да, сейчас я щуку тут, а потом уже скажешь, давай тут уху сварим, да не будем ездить. Да, зачем кататься? Да, все мы. Все, мы пытались куда-то вверх, верховья ехать там, когда и в низовье хорошо. Ну вот Иван. Ну и вот и Ивана красавец такой же. Я думал, вообще язя тащишь. Да, я вот тоже думал, Тихо. я тоже думал, что ясь. Он Ай-яй-яй. так резко, блин. Так. 2-1. Сегодня я счет начал. Да. Он такой красавец. Да. Сейчас. Окунь Сейчас. да окунь. О, Шире морды. Янцкадан. Пойдем кинем садок, чтобы надольше сохранить. Ну, красавцы, чё б такие окуня не дергать. Сейчас. Тут Пока. видишь, что тут подхода нету. Тут что зашли, тут же вон рыбачили, видишь, там костерок. Вон. Язёк. Нормальный язь, он. Вот такой вот есть. Покрупнее окуня нашего будет. Вон. Конечно. Приятно тащить. Ага. Грамм 600. Точно будет 700, наверное, где-то. Да, я думал, щука, он вылетает, как, блин, шарахнул. А я здесь кидал. Видишь, моя в на не. Или так. Я говорю, вот здесь. Нет, он стоит в траве. Всё. Кто-то дергал вроде бы. Цапли. А, старые и молодые. Да, семья. Сплет. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Ага. 2 взрослых получается. Там видно, он маленький последний. Не, все взлетели. Кака.
Га-га-га-га-га. Серая цапля. Га-га-га-га-га. У нас же раньше их не было, да? Да, были. Были, но мало. Раз, Сейчас вот эти два, серые. три, четыре, Раньше пять. были. А 4 цапли получается, да? Та чайка правая, 5-я. Ну, это чайка. А две еще улетели. Да, вроде. А вон садится, уже опять села. Туда, на землю дальше села, вот та цапля одна. Вон, села. Ага. Пошутить решил? Так, на цапелек посмотрели. А у нас в садке опять 2 рыбы. 1 окунь и 1 язь. 2 окуня куда-то бесследно исчезли. Шпионами были. Вон. Смотрели, дырок не обнаружили. Этим тоже кранты уже почистить надо будет. Начали отъезжать. 2 окуней нет. Если бы это было не заснято на камеру, никто бы и не поверил, да, что два здоровых окуня поймали. Так что спортивная рыбалка у нас с Иваном практикуется постоянно. То щук отпустим, то окуней здоровых. Ничего страшного, еще наловим. Брал в одном месте. Дергал весленками. Сейчас немного покидаем на берег, костерок. Опа, есть. Ну-ка, заглуши. Кого-то, Иван. Сейчас посмотрим, кого. Ты куда? А, ты правша же. Че, левой рукой не умеешь крутить? Щука, наверное. Не, окунь. О, ушел. Я красавец, ну. Язель окунь был. Ну что ты с красными плавниками? Да, что-то было с красным плавником. Ну, блин. Это тот же, который с садка ушел, вернулся, Да, хапнул. и наказал еще раз. Ой, блин. Ладно. Да, товарищ. Время пожароопасное. И нужно как можно дальше от лесного массива раскладывать костры, разжигать. Ближе к речке, на камнях, чтобы дальше огонь не пошел. Вот такой мой вам совет. Тогда будет меньше пожаров, меньше убытков. Правильно, Григорьевич, все горит. Выбрали такое местечко. Бревно это будет нам служить сиденьем. Речка. Вот наша Печора. Огромный песчаный остров, который делит Печору на 2 части. Тут получается метров 100, не больше, да, получается? Да. Какой 100? Метров 80, наверное, одна сторона и метров 60, наверное, вторая сторона. Это все, что осталось здесь от Печоры. Несмотря на то, что начало было просто чудесное, рыба не клюет, и решили сделать костер и перекусить. Сегодня по-любому, наверное, нас будет мочить, потому что вон Да, тучка надвигается. тучка, это не тучка, это темень, все там посинело, приближается дождь. Скорее всего, это будет ливень, уже поливает. Дай бог, чтобы успеть перекусить, а потом где-то придется ныкаться под елками, наверное. Зачем? Нет? В избу пойдем. Или в избушку, да. Так что вот так, пойдем покажу вам еще. Здесь наш будет стол. Вот это бревно наш будет стульем. И вот наша северная ягода черемуха. Черешня северная. Да, которая уже у нас вот почти уже поспела. Буквально неделю-две, и можно будет собирать, сушить для Да, компот, настойки, да, для рыбацкого напитка. Да, для рыбацкого напитка. Вот такая вот самое вкусняшка. то. Вот она такая вкусняшка, аромат. Ягода, конечно, обалденная, компот изумительный. Ничем не уступает вишне, да? Да, Даже лучше может быть. за аромат черешни полный. Что сказать? Зелческий. Так, что, тащимся сюда? Я. Геннадий, скамейку там надо ближе к костру перетащить. Сейчас сделаем. А то трактора нету, я не знаю. Сделаешь? Попробуем, если получится. Ну, если это сделаешь, то я
Уже с тобой и медведя не боюсь. А попробуем. О, молодец. Угу. О, вот это да, вот это дело. Вот это прет. Да зачем нам трактора? Так, наверное, будет нормально, да? Да-да. О, молодец. Вот, пожалуйста. Ну-ка. И вот костер, а вот и лавочка. А вот и... Хочешь, О, так посиди. да, хочешь? Которые меньше роста могут здесь посидеть. Я вообще тут, так и я. Я так думаю, здесь еще не один человек Угу. сделает себе костер и приготовит рыбацкие ухи под рыбацкий напиток. Сильно костер разжигать не будем. Не, так, чтобы вскипело, дай. Чисто чтобы Чтобы чайник поставить. чайник поставим. Сейчас кипит. Вот, заодно уборка берегов. Ну, как-то вот так. Мгм. Хорошо, Сейчас кипит, потом сделаем чай. хорошо. Все, пошел. Молодец, спасибо. Пошел я за рыбацким. Волсет. Не знаю, правда, как будет слышно, потому что ветер дует прямо в микрофон, но если что, будем объяснять знаками. На пальцах. Так, рыба у нас отварилась, потрошка тоже. Теперь закинули туда картофан, немного перекипит и будем Так, обедать, да. А пока уха, как сказать, доходит. доходит, мы, наверное, немного перекусим там. Да. Вот у нас тут Салатик, так что салатик. Так, по центру он как раз будет. да, держать. Салатик Ивана домашний. Мой Яйца куриный. Салатик мой. собственного производства. Ох, поливают километров, наверное, 5 уже от нас. Да. Но Да. мы не сахарные, слава богу, за дождь. Да, пусть Троицкий поливает, там грядкам нужна влага, а здесь, мне кажется, после этих дождей наступит, наверное, прохлада уже и все осень будет, да? Да, уже жара кончится. Такое короткое лето, такие хорошие сны. Будем ждать весны. Тот тоже товарищ. Ой, где у нас? товарищ, закурим под одну. Все, сейчас, что? Ага. Чайная ложка, вот она. Давай закурим. Остатки сладкие, осталось немножко рыбацкого напитка еще. Ой. И детского напитка. Детского напитка. Так, а кружки мы не взяли, да? Я уже все. Вон Ладно. зеленая кружка. Зеленая кружка, лучок. По правде говоря, мы с Иваном приехали сюда отдыхать. Не столько даже... Да, это так Да. себе. Забота так себе, рыбацкая. Иван сказал своей супруге, ну пару окушков, может быть, тебе я принесу. Да. Па- Если поймать. Пару окушков мы уже поймали, Так что так что можно смело ехать домой. проверье оправдано. Домой мы, наверное, сегодня еще не поедем. Неохота, да. Дома побыть успеем. Избушки где-нибудь. Избушечки, да. Мы и палатку взяли, но... Вон ложка. Пенку сними. Будешь снимать пенку? Да нет. Ой, хорошо, что легкие. Теплая? Хорошо, что легкие, хорошие. Я тут думал, бы приезжал. Все равно надо лучше кидать. Что, будешь еще ставить уху? Да, только сейчас перевернем. Там может прогореть. Нет, все, тут жара. Жара. Отсюда
упала какая-то. Ой, черная. А, кора. А, ну киш. Есть еще порох, пороховница. Да, еще постреляем. Есть еще ягоды, да в ягодице. Ягодица. А вот в лесу нету. Блин, надо же. В том месте всегда было. Ягода всегда была, а тут, Еще по чарочке и все. да. И не в одном глазу, да? Да, Зато Но- вчера спали как убитые да, конечно. после такого. Ну что, видишь, какая у нас кресло-качалка сегодня у нас. Да, ну, За дай бог, рыбалочку. дай бог здоровья, вам тоже. Ну, за рыбалку. За нее, родимую, будем. Ай, пошла, как сплетня по деревне. Чай? Холодный чай. Так Никулин спрашивает. Спирт? Спирт? Чай. Дом. Спирт. А, Никулин, интересно, печать рыбачил, нет? не. Хлебушек. Ага, спасибо. Мы негру, это по-молдавски. Кстати, вот этот ветер и дождь обещали вчера вроде бы, да? Ага. Ну, пока дошел. Ань, ты какую первую рыбу поймал Когда? в жизни? Карася, наверное. Карася? Я, наверное, как обычно, малька, гальяна там возле, потому что... Кости, тебе собачки собирать? Не, эти не. Не надо? Ну, костер пусть горит. А Ромка у меня вроде хорюска поймал. 4 года ему было, в лодку брал с собой. Смотрю, прыгает. Я говорю, Рома, будешь? Ну, давай попробую. Я ему овода нацепил, он короткий раз, он зацепился. Поднимай, поднимай, он, папа, помоги. Ну такой, грамм на 300, наверное, хорюзок. Папа, помоги, раз. В лодку, я говорю, все, Ром, поздравляю, у тебя первая рыба. Долго он гордился. Сейчас, наверное, не помнит этот момент, а долго помнил. А Генка у меня поймал первую рыбу ёрш, вторая рыба была у него окунь. А в этом году мы на день рыбака ходили. Ты что? Знаешь, он меня как назвал? Ты, говорит, не коми-рыбак, ты горе-рыбак. Ты, говорит, даже рыбу ловить не умеешь. Я там поймал 2 ерша, потом пару окушков, а он на всем году вот этих мелких окушков штук десяток вытащил. Ну, гордости было. Что бы вы без меня, говорит, делали? Уха бы рыбацкая не получилась. Да, вот. Яйца кур начинают учить. Хорошо. Генка может. Я вот, если честно, не помню. Может карпа, может этого. Потому что, А во сколько лет помнишь? наверное, лет 5 было. А все. Пруд возле дома был. Нет, далековато. Пешком ходили. Да. Ну, на велосипедах. Ну, у нас, да, отец купил этот маленький трехколесный был такой велосипед, ну, который спереди, на переднем колесе педаль. А, ну. Ну, эти 2 брата у меня поменьше, а им-то как раз хорошо. А я сяду, у меня все косточки поотбивал я в этом велосипеде. Потом я говорю, отцу, ну переделай на 2, он сделал 2 колеса. Эти падают, а я все равно разогнался, блин, с горы. А такие тормоза. Я, блин, ногами там побил все опять косточки, старые раны, все. Положил этот велосипед. И это, отец, что не катаетесь? А никто не хочет уже кататься. Не хочется, я съел.
Были целые. А потом он пошел, купил орленок. О, вот на этом я ездил уже. Надо было нам сначала битые яйца есть, потом целые. Ну да, ну ко Это, мне. мне кажется, устало оно. Понюхай. Не, это я устал. Дай ко мне это. Помыть? Да, я сполоснул. Подожди, там. Вот. Этих сейчас выше бери вот здесь. Сейчас. А я думал горячий. Ничего, нет, что, за 2 дня же. Зимой ничего не портится. Летом что-то где-то вот скорлупа потрескнула, все. За день ничего не будет. Ты чё? Сутки прошли уже. Да. Скоро мы с тобой будем бить 4-е сутки. И там потихоньку. Потихоньку. Очень потихоньку. Ну, пусть. Че, пусть нам еще чайник кипятить. Так что пусть лучше получше кипит. Вот так, я думаю, будет веселее. Да, блин, вот. Быстро. Ждешь лето, быстро кончается все. Раз. Ну, я вот такой погоде, если честно, больше мне нравится такая погода, чем вот 7 Жарище. июля, когда мы в жару в Скаляпе вот были. Да. О, там Это- свариться можно. Днем жара, ночью душно, плюс 25, плюс 23 может быть, днем Ну, я, видишь, 35. это, я, как говорится, ну, в детстве-то привык к этому. жару? Да, я не знаю, у нас летом, как говорится, солнце в зените, так 40, 35-40. Я просто пойду под вишню. Одеяло мать кинет, я лег и сплю. И у нас уже ни комаров, никого там нет. Не напрягает вообще это. А ночью, блин, двери открыты, ну, прохладно. Все, надо одеяло. Что жить? Что его мучить? Так, попробовали. Соли маловато, и чтобы не просто подсолить, а решили кинуть еще рыбки туда соленые, чтобы уха была наваристее. Этого кидаем, соли немного кидаем, этого кидаем. А этого что? Этого не кидаем. Харюза, короче, Этого, на закусочку. этого не кидаем. Это ножик берем. А просто напополам порви, да еще. Да, и аккуратно вот так. Ага. Оп, оп, Так. оп. Еще дровишки нужно. О. А И еще, вот. в уху, да, уголек так кидают некоторые, да? Ну, эту кочережку надо, но надо это, лучше взять ольху, сырую, ольху, сырую. А, типа копченой, чтобы было? Да, и ее зажечь, а потом потушить. Не сухую. А? Вот ольха. Ну да, вот. Да, ольха кругом есть. Ну, вот вырви там, даже сырой, этот, палки. Вот. Ее обожги, можно вдвое сложить. Ее обжечь и потом раз в уху. И она будет очень вкусная. Потому что очень много зависит, какое дерево еще. Потому что березу сунешь, смолой будет пахнуть. Потому что это деготь. Сделаем. Обжигаем. Да, а вот можно черемуху. Ну, любые декоративные. Это чтобы типа копченость была, да? Да, типа она, ну, другие стопочку льют туда, водочки. Ну это если водки, да, не знаю, с рыбацким Да, как там а будет. рыбацкий напиток Лучше сами выпьем. так. А то он быстро испарится. Да. Хорошо, дрова рядом, да? Да, ну в лесу всегда дрова рядом. Да, ну не всегда бывает. В лесу-то без топора нет, а тут сушняк, считай. А, ну да, ну. Его большой водой принесло. А. И нормально. Пока дождей нет. Да, дождей нет. Да и она и в дождь будет гореть. Это уже так высохло, что
что уже вода не проникнет. Большие костры разводить не обязательно. Нет, конечно, зачем. Это, видишь, как Ровно столько. кинул 5 палочек, как на газу. Уже его закипело. А ты еще и на зиму заготавливаешь. Еще ты хотел топор взять. Зачем топор нужен? Ну так вот, в том-то дело. Это зимой без пилы, без топора никуда. Да. А вот у меня это ноги осталось, блин, мы сколько лет уже назад ездили в Якшу. Ну, распилено. Пилой. Свечка-то это? Да. И все в гараже. Я каждую зиму думаю, кинуть в корыто, да, там зажечь. А потом думаю, ну это же надо еще солярку искать, и бензин с маслом там. Бензин немножко надо, да? Да, думаю, обойдусь. Так она у тебя так и прогнилась. У тебя, наверное, своя Нива еще была, да? Да. Ну, конечно, это же была, это кузовная Нива, я, которую приурать. Бронта или как там? Да, отдал приурать. Ну вот и все. Вот и все, что было, Нет, вот и все, что было. Ты как это хочешь, назови. Для кого-то просто это рыбалка, а для нас так Ну, не провода отдых от души. Во, правильно. От души это точно. Пожалуйста. Ну, спасибо, уважил. Просто так встретиться, собраться и где-нибудь в пыльной Да. квартире, это далеко не то. Конечно, так. Ну а после сенокоса, после этих окучек, после этих всех, блин, грядок, так прекрасно отдохнуть на природе. Просто замечательно. Будем толстыми. Да. Ой, как чай вкусно. А теперь спиртом запил. Ну ладно. Не будешь запивать? Рыбкой закусил. Прекрасно. Хариус. Вчера после обеда клюнул один только хариус. Ну, Мы его упускать не стали. Ваня на меня так посмотрел, когда я решил его в уху кинуть. Думаю, нет. ну, ты идешь на преступление. Один единственный, да еще и сварить. Ты че? А утром, которого мы поймали, отлично смолотили. Как раз просолился, был очень вкусненький. Да. Вот это вещь. Я когда первый раз попробовал, ну, как приехал, еще холостяком был, попробовал соленую рыбу. Ну, блин, пили только коньяк был в магазине, больше ничего. Пили только коньяк. Выпивки не было, давились коньяком, да? Да, один коньяк. Я помню, день молодежи, ну и меня угощают этими окунями. Я посмотрел, у них глаза белые, жабра белые. А мужики закусывают только так. Я, блин, попробовал. Все. Думаю, ну, я только понюхал. А думаю, ну, все. Блин, не кушал же. Жалко коньяк, блин. Я туда-сюда, прошло это. Полкружки раз, полкружки два, полкружки три. Думаю, а они все едят, а тазик этой рыбы. Садовникова жены не было дома. А он еще холостяк, считай, и говорит, вот я наловил, засолил, блин. И, короче, наяривает это. И думаю, ну, закусывать-то надо. Думаю, ну, они так вкусно кушают, ну, дай-ка попробую. Раз, попробовал, проглотил. Вроде бы запах был. Потом нюхаю, запаха нету. И с тех пор вот начал молотить это. Хоть, Ну, ты чё? как говорят, коми засол, не коми. Да что коми засол, да? Нет, они некоторые неправильно немного понимают. Говорит, коми сначала, говорит, тушат рыбу, потом солят, чтобы воняло. Ну Нет, да. это далеко не так. Конечно, солят специально. И потом оно в течение зимы немного кислинкой такой, ну, Да.
У меня теща специально себе, мы приедем с рыбалкой, она себе отдельно у банку солила. Мы вот так вот солим с тестем. Надо, чтобы соль была в норме, и потом в теплом месте, хочешь не хочешь, оно с таким запахом будет. Конечно. Мне, например, нравится. Так, ну что, давай. Рыбу сварилась, наверное, по-любому, да, там? Да, раз кипит. Можно вот эту рыбу выложить, можешь это взять как тарелку или поставить котелок сюда, а у меня вон миску Валя положил. Котелок я сюда не поставлю. Миска. И в эту можно в крышку налить. А я так похлебаю это делаю. Вот деревянная ложка была бы как раз, да? Ну да, черпачок. Да. Она была еще вкуснее. Ладно, схожу я за рыбацким. Сейчас чайник поставим. Так. Я уху достаю. Рыбу доставай. Пока оттуда. Сейчас чайник повешу и схожу за рыбацким. Так. Дети куда ставить, чтобы рыбу достать? Какая вкуснятина. Все. Во, наконец-то и жир рыбий растаял немножко. Так он долго надо кипятить. Иван даже не поленился, все потрошка, печень, жир, почки. Почки. Все собрал. Все это очень полезно. Я когда-то привез рыбу, дед почистил. Смотрю, все эти потроха вместе с кишками, все в одну кастрюлю и в русскую печь. У меня пацан был маленький, а потом слил утром и вот говорит, на. Ёшкин кот, мы же забыли. Ну вот, она прогорела. Она сгорела уже все. О. Так, а где вторая половина? Да, наверное, сгорела. Да ну что это поставить? Блин, как так-то, а? Мы что-то заговорили. Да, уголек. И забыли полностью. Все, Сгорела. сгорело. Сейчас еще одну сделаем. Про ольху-то забыли. Да. Совершенно. Сейчас сделаем новую. Ну ничего, вот даже эта палка И то пивку зала, да? пахнет вкусно. Откуда дровишки? Из леса вестим. Да, батя там рубит, а я увожу. А я продаю, да? Да, я продаю. Китайцам. С добрым утром, тетя Да, я Фаня. бы так сказал, у нас это зелени много, а леса мало. Да. А зелени много, потому что этот лес слишком Зеленый. зеленый, да. Так, ну что, Хорошего леса мало. поскакал я за рыбацким. Ага. Уха готова. Все, чай греется. Рыбацкий напиток, который мы сейчас немного употребили. Это рыбацкий напиток, конечно, но так, пузырята. Да, пузырят. А вот это, смотрите, это вот реально рыбацкий напиток. Вон, как мы видим, рыбацкий напиток от Коми Рыбака. Ну как, нормально? На вид нормально. А на вкус вообще обалденно. Да, обалденно. Но тут, если честно, немного мы отошли от рецепта, потому что все ягоды, которые были собраны, которые были куплены, даже сухая вишня, туда-сюда, все закончилось. И теперь мы рыбацкий напиток добавляем просто, берем бальзам Оланвин, Коми, сыктывкарского производства, как его, сила жизни по-русски получается. Пол-литра бальзама Оланвин, там настой на всяких разных травах, там просто целый набор
около 40 трав, наверное, всяких. всяких. Вот. Пол-литра бальзама All One сила жизни на 2,5 литра рыбацкого напитка. Получается 3 литра вот такого цвета. Приятный запах, приятный привкус. Ну, бальзам нельзя пить много, правильно? Его ложечкой надо. Да, каплями. Да. Каплями пьют, кого мало. А в таких вот как раз получается, что несколько капель. Так этот говорит, пойдем выпьем. А говорит, у тебя что? У меня капли сердечные, волокордин или что-то. Он говорит, так это же не пьют, это же каплями пьют. Так это те пьют каплями, у кого мало, а у меня вон целый рюкзак. Так что тоже. Это рыбацкий напиток, это Окей, я. все вещи. И еще, кто как думает, щука меняет зубы или не меняет? У многих есть утверждение то, что если щука плохо клюет, то она меняет зубы. После нереста у нее выпадают зубы, как в опу. Лично я беззубую щуку не видел. Я тоже. Она как Не знаю. Каждый раз, когда щука попадалась, может, все с зубами. да, мне может беззубая щука просто не попадалась. Так что утверждение то, что щука меняет зубы, для меня кажется, ну извините, конечно, если я не прав, но полный бред для меня, я так думаю. Она когда без зубов, она и не клюет. Вот, Да, вот в чем может дело. быть, Поэтому и не попадает. Чайничек вскипел. Смородиновый лист будем кидать? Да. И черемуху. Черемуху? Ягодки можно. В общем, сегодня у нас будет опять травяной чай. Да. Почему опять? Потому что на рыбалке мы такой пили. Чай здоровый. Давай сначала жахнем, потом все сделаем красиво. Все я сделал. Все. Ну, за понимание. За понимание. Спасибо. Прекрасно. Так. Смотрел перед выездом на рыбалку, буквально за полдня, наверное. Ролик у моего друга, у Сереги, река Камчатка. Они с супругой постоянно вдвоем ходят на рыбалку. Лапуля, лапушечка, просто приятно посмотреть, как они ходят на рыбалку. И вот он, Серега тоже говорит, я раньше, говорит, называл там, ну, самогон, туда-сюда. Посмотрел, говорит, начал тоже говорить, ну, рыбацкий напиток. Я так думаю, что не только Серега, многие теперь этот напиток называют рыбацким. И почему бы нет? Почему бы нет, да? Да, мы Звучит его берем красиво. на рыбалку. Да. Употребляем на рыбалке, берем на рыбалку. Почему бы ему не оказаться рыбацким напитком? Это, я считаю, порядок вещей. Так что посмотрите, сейчас дам ссылку вот здесь. Нет, вот здесь вот. Вот здесь вот. В правом верхнем углу будет ссылочка на этот ролик. Посмотрите, как надо отдыхать. Ой, дым, я масло не... Мы с Иваном, друзья, отдыхаем. А он ходит с супругой. У них, правда, рыба такая, какая она мне не снилась. Вот такие вот галет. Ты видел кольца, нет? Нет, у нас нет. У нас их нету, да. Я вот тоже никогда не пробовал. Вот такой вот галет. Лена тогда большого самого поймала. Отличилась. Наловили, накидали вот фляжку буквально, знаешь, между Шутя, делом так. шутя. Да, как мы вот окушков ловим, так они вот этого гольца ловят. Так они еще быстрее ловят, чем На много. берегу разожгли костер. Медвежья тропа, как у нас коровы ходят, а Да. медведи на Камчатке. Да. Мне было очень интересно. Я так увлекся этим роликом, тоже смотрел, как будто я там Нахожусь. нахожусь с ними, да. Вплоть до того, что Лена, когда чихнула, я аж сказал, будь здорова. Я говорю, будь здорова, и Серега это, будь здорова. Молодцы вообще, ребята. Обязательно зайдите на канал к Сереге и обязательно посмотрите этот ролик. Очень, очень интересно. А какие там красоты, это вообще сопки. Ну, конечно, это же не сравнить с нашими равнинами. Серега, конечно, зовет меня в гости, но не знаю. Не обрез зовет меня в гости. Так, что я хотел сделать?
Смородиновый лист. Все правильно. Пошел я за смородиновым листом. Заварим вкусный чаек. Объединение. Что, пахнет ольхой-то, нет? Вань. Да, чуть-чуть припахивает копченостями. Друзья, рецепт вкусного чая от Ивана Григорьевича. Берем свежие побеги черной смородины. Вот такой вот получился веник с молодыми побегами. Или это много будет, нет? Нормально, он зеленоватый будет сейчас. Но аромат будет прекрасный. Да. И вот так вот. Оно сейчас все упарится. Даже не буду промывать, потому что это свежие побеги, а не после половодья. Вот так вот. И черемух. И Иван сказал, что можно черемуховые побеги, но желательно без листьев, потому что листья, Ваня сказал, горчат. Так что листья убираем, а побеги оставляем. И также оставляем ягоды, которые уже появились на этих побегах. Да? Да. Все, листики убрали, чтобы не горчило. Чай будет красный. Да, если одну черемуху, будет красный, а сейчас больше смородины будет зеленоватый. Да, Ваня сказал даже, что можно зимой Зимой веточки и черемухи отрезать, заварить. И это от чего? будет красный чай. Вот простуды, от когда простыл. От простудных заболеваний. Да. Вот я этого даже сам еще не знал, как бы надо будет попробовать, если что. Все, вот у нас получилась вот такая красота. Чисто веточки, чисто с ягодками. Это у нас коми-черемуха. Так, все бы ничего, только как это все мне... Черешня. Как мне это все сюда теперь... Так, вот сделаем так, наверное. Сначала берем. Ёшкин кот. Во-во-во. Да не лезет. О. Вот. Вот. Теперь смородина. Да, чайник можно снять. Так. О. И теперь вот это давайте точно снимем. Им уже не надо кипеть сейчас, да? А пусть заваривать там. Все. И вот эта красота пусть заваривается. Сейчас настоится, и это будет не действительно не чай, а напиток. Да. Мы сегодня даже заварку сюда добавлять не будем, Нет, конечно. чтобы не портить. Я на лугах-то добавлял еще немного заварки сюда. Все. Заварку-то я не знаю, что там в пакетиках. Вот у нас что получилось. Что, подвесим, чтобы немного... Ну да, пусть парится. Там Всё, костра без огня, нету. без огня. Ну да, костра нет. Уже вкусно. А еще постоит. Так. Так что у нас сегодня полная вкусняшка. Уха с ольховым дымком. Чай со смородиной и с черемухой. Окунь свежий. Окунь свежий, напиток рыбацкий. Лучок с грядки Ивана Григорьевича уже как сказать-то, несмотря на то, что с помощью коронавируса и карантина отпустили, как говорится, Только в июне. в июне отпустили, он сказал, от звонка до звонка, отсидел на вахте. Иван посадил уже в июне лук, и вот уже созрело, все хорошо. И картошка, говорит, второй раз прокучил, так что все догнало, все, справедливость восторжествовала, да? Да, время упущенное не Иван. прошло зря. А что, мы знаешь, что еще? Ну ладно, уховкой сало-то еще не нарезали. Это же сало. Это сало. Сейчас, бинь, чай. Как вы можете? Это сало. Что можете? Как вы можете на него просто смотреть? Сейчас, не урони. Не, уха-то классно. Не, сегодня нормально мы, да, в спортивную рыбалку опять сыграли с Иваном. Да. Отпустили вот двух вот таких вот окуней, но вы их видели. Они сами убежали. Да, как-то так получилось. Дезертиры.
Ну как, дырки нету, куда, как Дырки могло? нету. Иван Ну, поставил фокус. садок на лодку. Я садок взял Перевернул. через секунд 10 с лодки в ведро кинул. Смотрю, вместо 4 рыб у нас только 2 рыбы. А, я, наверное, вот так поставил их на рыбу. Да, А они он, трин-трин-трин, да и повыскакивали. ну пусть живут. Да. Они Так. навек запомнят твою доброту. Не только доброту, а и губы будут смотреть в зеркало. Все. Окунята хорошие. А мы там это, вечерком, если что. Нет, Мы сегодня в другой избе будем, да? мы там в нижнюю пойдем в избу, потихоньку будем. Сплавляться ближе к дому. Да. Углобли повернем к дому. Кстати, вот ёрш, вчера сколько? 2 ерша попало? 3. 3 ерша. Обязательно, ну не то чтобы обязательно, а желательно, чтобы он был в ухе, Ухе, да? да. Он. И ты его не чистил или чистил? Чистил. А обычно еще некоторые не чистят. Не, так я хотел. Одного, думаю, почищу, посмотрю, что у тех. Там А это много и букашек, да? Да, это их букашек, это, думаю. Ну понятно. Да, жира нет в нем, между прочим. Обычно вот ершей просто берут в Ну, марлю, да, выварить. кучу ершей берут марлю, кидают в уху, это Ну. вываривается. Ершей собакам, чтобы не жуй-плюй было, а уха получается вот Не, такая. если бы ту стаю ершей, которую видели, Там, да, там было, там Смотрим, как будто там. они собрались куда-то миграция ну штук какая-то. 500-то точно было. Да, черное дно. И одни ерши. Так, сначала невкусного чаю попьем. Это чай еще домашний, 1,5 суток. Да, я добавлю своего. Не добавишь. Может быть, давай. Кстати, нам надо будет сейчас этот вкусный чай попить, и потом еще чайничек кипятить и заправить термоса, да? Правильно, да. Потому что на лодке там... Сегодня мы сейчас посидим, дай бог, чтобы А дождя все, не дождя было. не будет. Он вылил там, в Троицке вылил. Ну, это хорошо. Да, Это 40 просто километров отсюда он вылил. Значит, Боженька услышал нас нашу молитву, чтобы мочило там, а не мочило здесь. Да, там у нас грядки, огороды. А здесь что, А лес? здесь у нас красота, а здесь рай. Да, растет, да и растет. Вот. Райское место, конечно. Вы веники, между прочим, заготовили березовые? Нет, потому что... у А меня- вот после этой жары нужно было заготовить, потому что дождь пойдет, и лист будет опадать. Кстати, береза уже начала желтеть. Желтеет, да. Видать, от нехватки влаги. То, что... Будет, нет, это еще предсказывает раннюю осень. Дай Вот- бог с ним, зимняя рыбалка. Вот Иван есть тоже у нас это, хороший. едешь в Пурп, справа есть береза. Если у нее пятно посреди желтое, значит уже считай, что 20 сентября заморозки будут. Примета такая. Да, Сам, да. сам уже вычислил. это. Я по этой березе все время езжу, и я это заметил. Это очень много лет уже. Я мимо нее езжу с 72-го года. Это когда я родился только. Вот. И Я если- когда родился, Иван Григорьевич уже приехал и ездил возле этой березы, так что его словам можно верить. Все, давай, будем. Дай Бог. Дай Бог всего хорошего, мира Тепленький еще. и взаимопонимания. Да. Лучше огурчиком. Холодно пахнет, да? Ну а как же? Ох ты, блин, опять это... Ваня, хлебушек, что молчишь? У меня есть. Есть, я просто что-то... У меня мало мошкары попало, я вот ловлю. Ловлю и докидываю. Ты нормально получилось? Отлично. Что ты? как Ты здесь? еще и не пробовал. Да у меня... Мама родная. О, сегодня моя тарелка. Сегодня тарелку не взял. Ну-ка, Правильно. Там надо деревянную ложку было взять. черпачок такой. А нет, я еще лучше кружку. Да, можно. Вот. Надо освободить кружку. А я сейчас вот так делаю. Сюда А. налью чай. А нет, чего? Можно вот что. Обрезать. О, тоже правильно. Очень красиво будет. Такая красотища. Аккуратнее ногу. Уху не пролез.
Я смотрю, у Ивана зеленое ведро. Написано картофельное пюре. Я говорю, Вань, что такое? Он говорит, да, на рыбалку ходил, пюре ведрами с собой беру. Это зимой на неделю. Мы как раз взяли ту бутылку, где был рыбацкий. А. Йо-хо-хо. Ну как раз. Как это, раз кухе, да. Так что все. Ну, сейчас распробуешь и скажешь, о, надо добавлять. Надо. Так. Тихо. Нет, все нормально, нормально. Подержать. Ну сперва водички, А я уху и буду. а потом картофель в ложке Да, доставить. там на дне что останется. Иван сюда покрошил все потрошка. И уха у нас получилась не просто уха, а как бы, как сказать-то, ну наваристая уха. Да. Нормально я выразился, да? Сейчас заснимем. Ну, а если чистую уху варить, так, ну это юшка с-под рыбы. Угу. А здесь Это не просто напиток, это уже еда. Это даже можно без картошки просто наесться. Жир, вот я вам говорю, вот плавает. Сейчас я вам покажу. Меня, конечно, наверное, не слышно. Сейчас опять будут комментарии, когда ты петличку купишь. Вон. Жир просто... окунь не очень жирный, вообще рыба жирная. Поэтому он зимой на речке очень редко клюет. За все лето нагуливает жир и потом всю зиму Да. балдеет, да? Да. Выеживается. Ну ладненько, друзья, вот так вот мы проводим время, обедаем, балдеем, честно говоря. Да. Настроение здоровское. Комаров нет, мошкары мало, Ветер потому что да, гоняет. ветерок гуляет. Сегодня не так жарко, комфортная погода, дождь прошел мимо. Все здорово, все просто, великолепно. Вообще день Обедаем, день удался. Обедаем и... потихоньку самосплавом. И поедем, да, сегодня будет у нас другая изба. Там кинули, но на уме щука, как стол. Щука. Иван сказал, в одном месте есть щука килограмм на 6, наверное, 7, да? Больше. Даже больше. Там 12, 13, Сколько она 15. оборвала у тебя уже? 5 брулесин. 5 блесен оборвала. Нет, я с одним ездил, с вторым, с третьим. Вот, и каждый раз, Я 4 получается. да, обрывает блесна. И та же самая. Да. Она всплывет, блин, ну, спина как стол. И все, она сюда не идет, только вверх. Я уже за ней сколько можно греб. Она как пошла, Игорь выбирал, а потом это мононить между пальцев, все, он, елки-палки, пинь на, Хоть как, руку не порезал? Хоть? нет, как это, как волосок, тык, разорвала, и все. Сегодня мы будем там? Да. Так что, друзья, надеемся, что Будем 5-й спускаться. раз будет удачный и Иван Григорьевич все-таки Я достанет этого крокодила. Да, я там час буду мучиться. Я знаю, что она там живет. Одного крокодильчика Иван Григорьевич с Каляпи уже поймал. На сколько? Тоже- На 5900, да? Или Да. сколько было, не помню уже. Ну, вот смотрим 5. сюда ролик. Да, В 5800. правом верхнем углу будет ссылочка на тот ролик, как Иван щуку ловил, я показал уже. Как вы там с Серегой. Ну-ка я там сам там. Ну, нормально, так красиво получилось. А он говорит, давай вдвоем. Я говорю, Да-да-да, вдвоем не вытащишь. Да, это Я то же говорю, самое, что... Ну, Да, ладно. я подвел ее, погладил, она пошла. Он говорит, а что ты делаешь? Я говорю, пусть привыкает. Второй раз подвожу к лодке, она опять на меня смотрит, я погладил ее, она опять пошла. Третий раз подвожу, глажу, она стоит, не идет никуда. Ну, я беру и иди сюда, подруга. Это он гладит, да, ее? А в карманы электрошокер носит. Нет, это вот для той. Говорит, руками невозможно, леску рвет, если, говорит, подойдет к лодке, я просто, говорит, электрошокером, не знаю. Это будет потрясающий кадр, дай бог, мы это все увидим. Ну а пока все, до свидания, всем пока. Да. Прощаемся ненадолго, рекламная пауза. Ужин, Да. обед, нет, обед сейчас, ужин будет Ужин вечером. будет там, в избе.